Вы заметили, что тема смога в Бишкеке стала менее актуальной, хотя буквально пару месяцев назад качеством воздуха ужасались на каждом шагу. Одной из основных причин загрязнения воздуха эксперты называют отопление в жилмассивах в вечернее время суток. Вот сегодня мы приехали в новостройку Калы-Сордо и измерим показатели. Для этого мы будем использовать вот такой прибор Air Visual. Это монитор качества воздуха. Напоминаю, что согласно нормативам, если индекс качества воздуха до 50 баллов, то воздух считается чистым. Если он выше 150, то воздух грязный. Вот сегодня этот показатель в Калы-Сордо 107. В прошлый раз он достиг 840. В соседней новостройке Тендик, чуть дальше от Калы-Сордо, в трубах некоторых домов еще виднеется дым, хотя в основном здесь люди уже прекратили топить. И вот сегодня индекс качества воздуха здесь составляет 256, хотя в прошлый раз он достигал 450. Постройка Хаджары Акбата, где в декабре прошлого года индекс качества воздуха достигал 420, сегодня он составляет 185. То есть мы смело можем предположить, что воздух стал чище из-за того, что здесь перестали топить. Сейчас мы находимся в селе Лебединовка. Последние замеры качества воздуха здесь мы делали в разгар отопительного сезона, то есть в декабре прошлого года. И тогда индекс качества воздуха составлял 266 показателей. Сегодня он равен 93. Возле ТЭС Бишкека ситуация аналогичная. Индекс качества воздуха сегодня здесь составляет 95, а в декабре прошлого года он был 290. Так как мы решили отправиться по тем же локациям, что и зимой, в разгар отопительного сезона, мы приехали к бане с легким паром. На нее жаловались горожане о том, что она загрязняет воздух и отравляет живущих рядом людей. Вот сегодня здесь индекс качества воздуха составляет 82. Зимой он достигал 230.